Фух, а мы даехалі да Ганцевічаў, гораду, аточанага з усіх бакоў балотамі, схаванага настолькі, што нават Google не ведае, як сюды даехаць нармальнай асфальтавай дарогай ды вядзе грунтоўкамі ўсіх гасцей. Але ці гэта істотна, калі едзеш у журавінавую сталіцу Беларусі? Ну што, Ганцевічы, вітайце! Белсад прыехаў! К сожалению, экономическая ситуация нашего города не позволяет здесь оставаться. Очень сложно, нет работы, молодежи практически невозможно устроиться. Поэтому вынуждена была уехать в Минск. На зарплату какую-нибудь, чтобы средняя была те же 500-600 рублей. Ну так, немного лучше. То здесь средняя? Средняя по краине 1000. Не, я говорю нас, чтобы средняя выходила 500-600 у людей, кто рабочие, с рабочими руками. То не особо где-то найти место на хорошую зарплату. Уезжаю без работы, рабина пилами, платят копейки. Ноги, руки от чего? В чернику хожу. Збираете чернику зараз? Конечно, по 3,50 черника собираю чернику. Але это сезонная праца. А что будете робить в осень? А вот сегодня ночью я уезжаю на Гродно на работу на зерноток. Где працуете? Дальнобойщик. Серьезно? То бок вы не тут працуете? Не, я в российской фирме, так что мало. А чему российской, чему не тут? А где тут? І, да рэчы, пра працу. Усім вядомы беларускі бульбяны прысмак чыпсы. Калісьці іх рабілі і вось у гэтым месцы. Але, як бачым, зараз тут кашы не зварыш. А таму няма ніякіх больш ганцавіцкіх чыпсаў, а ёсць толькі гомельскія. Вот я работаю сторожем в школе на 0,8. Я получаю 220-250 рублей. І як на гэтыя грошы? Вот скажите, пожалуйста, как можно на эти деньги прожить? Не знаю. Соль, вода, одна беда. У нас безработица почти. Мужья работают не здесь, где угодно, только не здесь. У нас нет работы. Если хочешь что-то заработать, то надо куда-то ехать. А куды трэба з'язджаць? Кто в России ездит, кто еще куда. Кто в столицу. Мне весьма хорошо, никуда не хочу. Я был и в Польше, и в Литве был, и в Штатах был. Мне нигде не нравится. Мне лучше нет нигде. А чому? Вот не знаю чему, но вот мне тут лучше все. Я себя чувствую как дома. Куда бы я ни пошел, в лес ли я пошел, куда ли пошел. Вот я пришел здесь, я как дома сижу. А уже в других местах я чувствую себя одиночным. То бок тут радзіма. Да. Гарадоў, у якіх здымаў Белсад едзе, налічыцца ўжо з дзясятак, і паўсюль нас сустракалі з усмешкай на твары. Але ганцавічы адзначыліся выключнай гасціннасцю. Мясцовая міліцыя затрымала нас у цэнтры горада, прывезла сюды ў пастарунак, пратрымала 1,5 гадзіны, што, праўда, ні кавай, ні гарбатай не напаілі. У вас ёсць права вырашыць і зрабіць 3 вось любыя рэчы ў Ганцевічах, каб тут жылося лепей. Што б вы зрабілі? Что надо? Рабочие места, спортивный комплекс и может какой-нибудь детский развлекательный центр закрыт. Раньше, как в моей молодости, даже вот они ходили на дискотеки, там было там в кинотеатре. Сейчас, наверное, им как бы вот ходят просто в парк молодежь, потому что вот тоже растет ребенок, как бы надо какое-то развлечение для них какое-то. Ну, пока я не вижу здесь. Дзіцячае аддзяленне мясцовага шпіталя, якое знаходзіцца за маімі плячыма, у 2014 годзе прайшло праз грунтоўную капітальную рэканструкцыю. Тады на гэта было выдаткавана 250 000 рублёў. І што вы думаеце? Не прайшло і 5 гадоў, яго зноў рамантуюць. Ну, никто ж не виноват в этом. Там же в одном месте, наверное, работают, не везде. Ну, дзяцей-то ж перавялі ў іншыя. Детей перевели, нашли место для детей, не хуже, чем это. Сейчас тут другие просто отделения находятся, которые, те кабинеты не надо, не востребованные. Может, сейчас что-то сделают, придумают как-то избавиться от грибка. По сравнению с Минском, конечно, оно немножко не так, как в столице, но я доволен. И профессионализмом врачей, и обслуживанием, и содержанием. Меня все устраивает. Что за реабилитация решать? Каб лепш было. Во-первых, детям надо какой-то спорт. Или бассейн, или что-то такое развивающее, потому что у нас нету этого.
Заказник гидрологически раскопали в 2015 году, слили. Никто не знает, зачем и для чего. И ферму вот ляпают, строят вверху, в водоохранной зоне. Понимаете? Это у вас такое тут отбывается? Это рядом, можно тут проехать 3 километра. Понимаете? Ферма там ни к чему в лесу, разве что для лосей. А навоз складируется возле скважин водозабора. Хватит вам это. А вода позднее куды? А вода вон из трубов будем пить с фекалиями. Ну, я вообще здесь живу только 5 лет последние. Я уроженец Донецкой области и приехал сюда с Донбасса, ввиду тех обстоятельств, которые там. И это родина моих предков, поэтому я сюда и приехал. Сюда моя мать, отец. Мне всегда здесь нравилось. Я давно думал о том, чтобы сюда переехать. И как знайшли тут працу? Без проблем. Я работаю в больнице, в ЦРБ Гансовской. Пришел, обратился, люди помогли, устроили. 5 лет здесь живу. Уже семьей обзавелся. Ребенок тут родился. Мне нравится. Мне вообще Беларусь нравится. Апошнім часам у Беларусі разгарнулася кампанія супраць размяшчэння ў нашай краіне расійскай вайсковай базы. Тым часам тут, у падганцавіцкім лесе, трэцяе дзесяцігоддзе працуе расійскі вайсковы аб'ект. Так, не база, аб'ект, але мне здаецца, што як яго не называй, вайскоўцы там служаць не нашыя. Ну, в основном нас мало делать молодежи устроиться на работу. Вот, как бы зарабатывают по деревням, ездят на Россию, по деревням клюкву, ягоду, чернику. Вот так вот. А ты б хацела калі-небудзь прыехаць, напрыклад, вось на радзіму бабулі ў Ганцавічах жыць? Да. Хацела б з Пінска пераехаць сюды? А чаму? Здесь жила моя бабушка, и здесь подруг как бы больше, воспоминаний очень много, больше, чем в Пинске. Здесь веселее, как бы можно в город сходить, знакомые места узнать. На гэтым дзякуем Ганцавічы, але мы вымушаныя ехаць далей, бо на нас чакаюць новыя мясціны, дзе мы хочам пачуць пра вашыя праблемы ды пра ваш гонар за родны горад. Пішыце да нас, і мы завітаем, бо Белсат едзе.